Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Ахип Олег, ученик 9 Б класса Якутской кадетской школы-интернат. Название моей темы – «Жизнь якутской семьи в сравнительно-историческом аспекте в период с конца 19 века до 1941 года». Моим руководителем является Колосова Любовь Тихоновна, а научным руководителем Прибылых Евстафий Петрович, сотрудник Якутского музея имени Емельяна Ярославского. Цель моего выступления является изучить комплексно основные черты повседневной жизни якутской семьи в сравнительно-историческом аспекте в период с конца 19 века по 1941 года. Поставленная цель исследования предполагает решение следующих задач. Во-первых, рассмотреть динамику демографических процессов в взаимосвязи с социально-экономическими изменениями в повседневной жизни якутской семьи. Во-вторых, раскрыть на основе статей о семейном бюджете, об изменениях питания, одежды и жилищных условий, уровень и особенность материального обеспечения якутской семьи. В-третьих, выявить изменения в быту в повседневной жизни, которые произошли в связи с социалистическим преобразованием уклада жизни якутов. Актуальность и выбор темы определены следующими факторами. Во-первых, многогранность социального облика семьи и динамичность изменений ее характеристик обуславливает постоянный интерес к проблемам семьи представителей различных наук. Во-вторых, якутская историография и история повседневности якутской семьи остается малоизученной темой. Нет специальных исследований по проблемам изменений в повседневной жизни якутской семьи до становления ЯССР и после. В-третьих, в этом году мы отмечаем столетие образования ЯССР. В связи с этим тема данной работы является весьма актуальной. Предмет исследования мы берем традиционную якутскую семью в конце 19 века, в начале 20-х веков, то есть до 1941 года. Новизна является первое специальное исследование повседневной жизни семьи у якутов в указанный период. В гипотезе бытует мнение, что с установлением советской власти в основном происходили изменения, которые наоборот негативно сказывались в обыденном укладе жителей нашей республики. Соответствует ли это утверждение реальности, мы рассмотрим в нашей научной работе. Численность населения в Якутской области. По опубликованным данным первой всеобщей переписи населения 1897 года в Якутской области проживало 269 880 человек обоего пола. Как видим, эти показатели не соответствуют друг другу, но многие историки утверждают, что данные Подканова более достоверный показатель населения. Бюджет сельских семей. Большинство денег сельских семей составляли 48 рублей 30 копеек. Продавая масло от одной коровы целиком, забивали одну корову и половину продают на мясо. Занятие промыслом лисиц, зайцев и белок и торговли, также случайный доход, перевозка гляди, подряды. Весь прибыль будет 81 рублей 80 копеек. Расходы это жалование в кассу будет 18 рублей, обязательной повинностью будет 15 рублей 50 копеек, итого будет 48 рублей 30 копеек на основные потребности, как пища, одежда и другие. Городская семья. Размер заработной платы работников различался в зависимости от сроков найма. По отдельным рабочим платили в среднем 90 копеек мужчинам, а 65 копеек женщинам. Заработная плата месячных работников составляла у мужчин 11 рублей 50 копеек, а у женщин 7 рублей 50 копеек. Мужчины, занимавшиеся на лето, получали в среднем за весь период работы 85 рублей, а женщины 50 рублей. Пища. С уменьшением коневодства под влиянием новых экономических условий постепенно перешли на крупный рогатый скот. Также из-за роста разведения крупного рогатого скота увеличивалось производство коровьего молока, из которого приготовляли сорок, сметану, сливки и тар. После образования ЯССР пища якутов оставался таким же, как и до революции. Жилищные условия. Многие якуты жили в бревенчатых домах, но также значительное количество якутов жили в юртах. Точнее сказать, в якутских балаганах. В Алепинском округе не было ни одного хозяина якута, деревянного дома или даже юрты со смежным хатоном. Одежда. Якуты в частности носили синие добовые рубахи. Женские рубахи отличались от мужских только длиной. Синяя добовая рубаха полюбилась якутам своей прочностью и практичностью. Остальные одежды, как обувь, шапки, штаны и другие, делались шкурами животных. Образование.
До начала 20 века общее образование в Якутии было развито очень слабо. Среди населения грамотных было только 2%, что это является очень мало для нашей республики. Первым просветителем являлось духовное ведомство, которому принадлежало 65 по 70% всех школ. По данным 1917 года в Якутии насчитывало всего 173 школы, в которых обучалось 4660 детей и работало 254 учителя. После образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики сразу начали заниматься сперва строительством новых колхозных поселков, где стала быстро вытесняться традиционная юрта с ее земляным полом, камельком, подслеповатыми ледяными окнами. Строились новые дома с русской печью, дощатым полом, застекленными окнами, и в 1938 году насчитывалось 2088 жилых зданий. Дальше по плану образования начали строиться новые школы и здания, где к 1933 году фактически было охвачено 91 тысяч человек, что это является очень огромное количество и большой скачок, в том числе лиц с 16 по 40 лет. Индустриальный труд. Индустриализация в СССР и по всему СССР в 1920-х годов по 1941 года шла всеобщее развитие промышленности всех отраслей. В 1923 году было 8 государственных и 11 частных промышленных заведений с численностью 113 работников. В 1937 году увеличилось промышленное заведение, в которых насчитывало 1,4 тысячи рабочих. В 1933 году лагерные расходы ГУЛАГ составили 27,8 миллионов, а прибыль от их труда более 43 миллиона рублей. Изменение национального состава населения. Как видно из таблицы, за этот период резко увеличилось русское население республики на 116,5 тысяч человек в 4 раза. Численность якутов несколько снизилась, но это произошло не в связи с уменьшением естественного прироста населения, а в результате изменения административных границ СССР. В 1926 году часть территории республики, которая была населена якутами, вошла в составы Енисейской, Иркутской, Камчатской и Приморской губерний. В заключение мы рассмотрели динамику демографических процессов в их взаимосвязи со социально-экономическими изменениями в повседневной жизни якутской семьи и статьи семейного бюджета об изменениях питания, одежды и жилищных условий, а также в области труда раскрыть уровень и особенности материального обеспечения якутской семьи, выявили изменения в быту, в повседневной жизни, которые произошли в связи с социалистическим преобразованием уклада жизни якутов. За время существования советской власти в Якутии произошли поразительные перемены. Поселкование, коллективизация, индустриализация, культурная революция изменили повседневный уклад жизни якутов. Спасибо за внимание.